Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Отопительный сезон в Якутске начался 1 сентября. Сперва к теплу подключили социальные объекты, школы, поликлиники, больницы, а запуск тепла в жилом фонде стартовал 6 числа. О том, как в целом город подготовился к зиме, узнаем у нашего гостя Аялы Егинова, руководителя МКУ службы эксплуатации городского хозяйства. Аял Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Все ли социальные объекты сейчас уже подключены к теплу? Да, действительно, у нас сейчас повсеместно идет запуск тепла во все социальные учреждения города Якутска, в жилой фонд. У нас все это выполняется в рамках распоряжения главы городского округа города Якутск Григория Евгения Николаевича. В соответствии с этим распоряжением все организации, вне зависимости от форм собственности, обязаны запустить тепло в социальные учреждения с 1 по 6 сентября и с 6 по 10 сентября. Все организации также должны запустить тепло в жилой фонд. Если говорить по цифрам, то на сегодня тепло подано во все школы города Якутска, это у нас 52 школы. Также у нас тепло подано в 62 садика из 63. В один садик у нас сегодня-завтра будет запущено тепло, завершаются у нас ремонтные работы. Также во все объекты здравоохранения запущено тепло, стационарные объекты. Да? У нас здесь также идет небольшое отставание в связи с проведением ремонтных работ. На сегодня это у нас 3 объекта, в принципе, они все под контролем у нас оперативного штаба по запуску в отопительный сезон. Помимо этого у нас объекты управления культуры, спорта, в принципе, духовного развития, они все, в принципе, подготовлены к зиме, да? В большинстве объектов у нас тепло запущено. Что касается жилого фонда, то у нас в городе примерно 3000 жилых домов многоквартирных, да? По состоянию на 9 утра сегодняшнего, да, у нас тепло запущено примерно в 1300 многоквартирных домов, что составляет примерно 40%. Работа у нас идет в усиленном режиме. У нас по всем вот этим котельным, по всем городским вот этим объектам у нас тепло подано, да, дома готовы. Сейчас идет, получается, работа в связке поставщик тепловой энергии, управляющая компания, да, по совместному запуску тепла в многоквартирный дом. Поэтому на сегодня по жилому сектору это 40%. Планируем до 10 сентября полностью запустить все дома в отопительный сезон. Ну, если говорить о датах, то определенно это формирует какие-то этапы подготовки к отопительному сезону. Вот из каких этапов состоит подготовка жилого фонда к началу у нас кампании? Подготовка начинается сразу же после завершения отопительного сезона. У нас он, вы знаете, завершился в конце мая этого года, да, и сразу же все ресурсоснабжающие организации города, все управляющие компании, типа ТСЖ и так далее, да, они все приступили к подготовке. Ну, если очень кратко, да, то эта подготовка состоит из нескольких этапов. Получается, у нас идет гидравлические испытания, промывка вот этих магистральных тепловых сетей у нас, да, это у нас выполняют эти работы ресурсоснабжающие организации города Якутска. Что касается вот внутри домового отопления, то управляющие компании также проводят промывку сетей отопления, да, они обязаны это делать согласно требованиям законодательства, да, жилищного. Также они делают работы по ревизии запорной арматуры, по ревизии элеваторных узлов. Вся вот эта вот комплекс работ, он, как говорится, завершается получением акта готовности от поставщика ресурсов. Дальше, акт готовности подтверждает техническую готовность данного дома к зиме. Далее на основании данного акта управляющая компания получает паспорт готовности данных домов к зиме. И уже на основании этих паспортов готовности, да, идет планомерная подача, как говорится, тепловой энергии. Ну, помимо этого, ресурсники также после запуска тепла уже, как правило, да, они проводят мероприятия по ремонту и замене тепловой изоляции. Потому что, сами понимаете, когда те сети запускаются, там зрительно можно определить, где у нас течи, где у нас какие места, и они сразу же проводят оперативные работы, в том числе и текущего ремонта, да, и также и ремонтируется изоляция. Вот из таких этапов стоит эта работа. Аял Анатольевич, если говорить о подаче тепла, то надо и затронуть тему того, кто это тепло подает. Вообще, сколько у нас в городе теплоснабжающих организаций, сколько котельных обслуживают, хватает ли всего этого? И, если бывают ситуации, имеются ли резервные источники подачи тепла? Конечно, у нас по городу
всего 17 ресурсоснабжающих организаций. Ну, самые крупные это у нас Якутскэнерго, ЕТЭЦ, да, Теплоэнергия, у нас пригородная теплосетевая компания. Если говорить о количестве котельных, то у нас 76 котельных по городу Якутска. Также они все полностью готовы. Все котельные, которые запитывают теплом объекты социального учреждения, жилого фонда, на сегодня все 100% запущены. Они все готовы. Но здесь ситуация такая, что паспорт готовности данной организации, да, они получат в срок до 15 октября. Это обусловлено спецификой, спецификой запуска в отопительный сезон и требованиями законодательства. То есть вот такие сроки определены. У нас, что касается вот резервных источников, они в обязательном порядке также оснащены все резервными источниками теплоснабжения. Но мы все знаем, у нас в феврале была вот авария в птицефабрике. Мы все могли увидеть, что вот наша котельная запускала тепло также и в резервном, да, режиме. В принципе, проблем для жителей больших это не заставило. Вы сами только что упомянули о том, что была авария в районе птицефабрики. Возможно, это бывает связано с тем, что оборудование уже износило себя. Как происходит замена устаревшего оборудования и каков объем новизны в этом году? Да, вот в рамках подготовки к отопительному сезону, как я говорил, у нас формируется ремонтная программа. По каждой теплоснабжающей организации у нас совместно с городом утверждается ремонтная программа, где формируется перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Да. Если говорить о цифрах, то в этот межотопительный сезон у нас будет отремонтировано 178 котлоагрегатов, будет либо отремонтировано, либо заменено. Да. Ну, как я говорил, если у нас 76 котельных и 78 агрегатов будет поменено, да, то это получается в среднем усредненно, то по 3 котла на каждой котельной будут, как говорится, либо отремонтированы, либо изменены, поменены. Да. Но на сегодня 156 котлов, да, в этих котельных у нас все отремонтированы, либо заменены. Поэтому, в принципе, работа у нас ведется под контролем. Да. Ну, необходимо отметить, что это не помешает запуску в отопительный сезон и подаче тепла. В принципе, здесь проблем никаких также на сегодня острых нету. Но все равно ремонтные работы в летний период проводились. Обязательно, без этого никак. По каким направлениям? Ну, помимо замены и ремонта котлоагрегатов у нас проводились работы по ремонту тепловых сетей в обязательном порядке. Да. Это у нас также замена тепловых сетей. Наши жители видели, у нас вот Якутская ТЭЦ проводила большие работы по замене тепловых сетей. Вот через улицу Хабарова вот у нас замена компенсатора была, жители это могли сами увидеть. Также у нас по птицефабрике работы проводила Теплоэнергия по замене сетей, и так далее. Повсеместная работа проводится. Но помимо этого вот в мероприятие также входит и промывка, и дезинфекция сетей. В обязательном порядке проводит у нас водоканал, проводит у нас Якутскэнерго, ТЭС, все ресурсоснабжающие организации. Дезинфекция — это такое мероприятие, которое начинается, скажем так, от головы, да, от магистральных сетей, далее внутриквартальные сети и внутридомовые сети отопления, где имеется техническая возможность. Вот такой комплекс мероприятий у нас выполняется в рамках подготовки к отопительному сезону. А в целом, если говорить о благоустройстве нашего города, какие работы за лето были проведены в этой сфере? Да, у нас комплекс мероприятий и проведен, и в настоящее время проводится по благоустройству города Якутска. Да. В частности, нами проведены мероприятия по ямочному ремонту города Якутска. К сожалению, из-за того, что у нас имеется проблема с водоотведением, да, у нас разрушение асфальта происходит, скажем так, все лето. Да, поэтому по некоторым улицам, к сожалению, наши горожане видят, что несмотря на то, что ямочный ремонт проведен, у нас ямы появляются в других местах. Это очень хорошо можно заметить по той же улице Чернышевского, да, по Лермонтова. Да. Но если говорить по площадям, сколько, да, сухие цифры, то это примерно 7 тысяч квадратных метров у нас в объеме был проведен ямочный ремонт. Вот сейчас мы завершаем ямочный ремонт по Тимирязево прямо сейчас. Да. Планируем также ремонт провести по 50 лет Советской армии. Вместе с тем, по благоустройству также у нас
проводятся мероприятия по ремонту внутридворовых территорий, да. У нас по Халтурина 2, вот, допустим, вот недавно были у нас ремонт. У нас по всему городу работа проводится, порядка там 2000 квадратных метров внутридворовой территории будет отремонтировано, выкорчевка пней и так далее. Вот эти вот комплекс мероприятий у нас выполняется. Также у нас вот, идут мероприятия по озеленению. Мы уже по городу посадили примерно 250 тысяч цветов, если по цифрам говорить. Да. Сейчас у нас идут мероприятия по осенней посадке деревьев. Примерно 2000 деревьев по всему городу будет у нас высажено. Вот прошлую пятницу, в субботу, да, в эту субботу у нас планируются субботники. У нас усиленно ведется работа. Вот в парке Победы у нас будет посадка цветов, в площади Победы. У нас активное участие принимают также и коммерческие структуры, да, в виде субботников. Это у нас ПАО, Сбербанк и так далее. Также у нас на 29-м километре Вилюйского тракта планируется посадка цветов, 20 тысяч саженцев будет посажено в рамках вот федерального проекта вот, по посадке вот, саженцев. Помимо этого у нас проводятся мероприятия по ремонту тротуарной плитки. Жители это тоже могли увидеть. У нас вот по улице Ярославского мы тротуарную плитку частями ремонтируем, по улице Лермонтова. И также мы проводим, выполняем работы по ремонту бордюрных камней. Мы вот на озере Щорса поменяли бордюрный камень полностью, да, по улице Ярославского, вот где у нас места, где у нас разрушены бордюрные камни. Лермонтова также, по Октябрьской мы также работу вот, выполнили. Да. В этом году мы впервые взаимодействуем с УФСИНом, это ИК-7, это заключенные, они выполняли ремонт у нас бордюра по улицам Ярославского и по Октябрьской. Также у нас в рамках мероприятий по благоустройству у нас дворовые территории мы асфальтировали. Я говорю про службу эксплуатации городского хозяйства. Это у нас по улице Пояркова, 17/2 мы асфальтировали внутридворовую территорию, там большой комплекс работ был сделан. Да. Помимо нашего направления у нас Главстрой выполняет благоустройство по дворовым территориям. Это у нас на Курашова, вот за вектором, да, они вот асфальтируют сейчас, да. У них 15 дворов они в этом году делают. Помимо этого они строят воркаут-площадки, спортивные площадки. Вы знаете, у нас главой города Якутска объявлена трехлетка благоустройства, поэтому у нас, конечно, большое внимание уделяется вот благоустройству, в том числе и дворовых территорий. Также хочу отметить, что мы асфальтируем, уже второй год асфальтируем территорию Якутской республиканской клинической больницы. Да. Кто вот посещает больницу, вот нас на Стадухина могли заметить, что мы там и в прошлом году асфальтировали, это подъезд детской инфекционной больницы. Сейчас мы асфальтируем территорию, получается, ЕРКБ, это бывший наш первый роддом. Помимо этого мы приступили к асфальтированию и благоустройству территории Якутской городской офтальмологической больницы, это по улице Стадухина. Также вот Якутский кардиологический центр, также город благоустраивает и асфальтирует, это рядом с медцентром. По благоустройству также у нас большой пласт работ по освещению. В этом году мы с помощью республиканского финансирования, да, по указу Илдархана Республики Арсения Сергеевича Николаева получили дополнительный объем финансирования в размере 70 миллионов рублей. Да, и с учетом городского софинансирования на 78 миллионов рублей мы сейчас занимаемся строительством 40 объектов наружного освещения. На сегодня мы больше 20 объектов построили уже. Это у нас освещение микрорайона Северный на Намском тракте 17 километр. Также у нас это точно мы освещали дворовые территории. Это у нас улица Заимка, Семен Данилова, на Якова Потапова, на Короленко. Точно мы, как говорится, вопрос решали. Помимо этого мы Сергелявское шоссе будем сейчас заниматься освещением Тулагина и так далее. В общем, порядка 600 опор мы поставим в этом году и светильников, да, наружного освещения там, и порядка 5 километров сетей мы построим. Очень большой объем работ у нас предусмотрен вот по наружному освещению. Сейчас справляемся, и до конца ноября мы должны все это работы завершить по благоустройству. Очень кратко это все у нас по мероприятиям по благоустройству. Большое спасибо, Аял Анатольевич, за такую интересную беседу. Надо сказать, что действительно благоустройство города видно невооруженным глазом.
Напомню, сегодня в гостях у нас был Аял Егинов, руководитель МКУ службы эксплуатации городского хозяйства. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи!